Меня зовут Ильдар Харисламов, я являюсь сотрудником управления МВД России по городу Уфе и на протяжении 8 лет уже являюсь участковым полномочным полиции. Основная задача у нас – это профилактика правонарушений, преступлений. Мужчина? Мужчина, можно вас? Когда я начал смотреть институты, когда уже более начал выбирать себе профессию, мне понравилось очень МВД тем, что красивая форма, люди все спортивные. В этой профессии просто-напросто соединены очень много профессий. Ты можешь быть и пожарником, ты можешь быть и психологом, где-то нет людям что-то разъяснить, помочь как-то, чтобы они пришли в себя. И врачом на всех происшествиях в основном самым первым приезжаем это мы. До скорой, до пожарных. Вот. Поэтому и выбрал, чтобы помогать людям, в первую очередь, конечно. Во-вторых, чтобы на наших улицах поменьше было преступности. Сегодняшняя задача, это раздача среди населения памяток по предупреждению мошенничества. Соответственно, в каждую квартиру заходите, людям объясняете, сколько у нас преступлений совершено, каким способом они совершаются, чтобы население было в курсе и не допускало факты в отношении них преступлений. Мой административный участок, то бишь нашего участкового пункта полиции номер 64, расположен на территории Октябрьского района. Каждое утро мы осуществляем обход данной территории, проводим беседы с гражданами, беседы с лицами, состоящими у нас на учете. Здравствуйте. С управлением МВД, старший участковый Харисламов Ильдар Зуфарович. Это моя визитная карточка. Вот здесь вот наши контактные сотовый телефон, домашний, рабочий. Вот у нас с той стороны вход. Заходите. Все равно возьмите. Возьмите, пожалуйста. Возьмите все равно. Пусть будет. Для информации ознакомьтесь, почитайте, посмотрите, ладно? Особенное внимание в данное время уделяем на мошенничество. В основном в последнее время под мошеннические действия мошенников попадают люди пожилого возраста. Это памятка о мошенничестве, какие виды мошенничества происходят. Наши контакты. Сообщайтесь, если не дай бог, такое случилось. Хорошо, ладно. Ладненько. Ладно, счастливо, давайте. Все хорошо, ладно, до свидания. Мой отец – это пожарный спасатель. Работал в пожарной части. Мама бухгалтер у меня работала. Вот. Она постоянно на проверках. Там ревизии, тут ревизии. Если забирал отец, а он обычно, если дежурил, то он дежурил суточно. То бишь на пару часов он забирал к себе в пожарную часть. Даже бывало с ним выезжал на пожары. Конечно, не такие сильные, небольшие задымления, но все равно он показывал, какая у него профессия. В связи с чем я говорю, изначально и хотел именно пожарником стать. Вот это моя визитная карточка, как старшего участкового. Зовут меня Харисламов Ильдар Зуфарович. Вот это вам памятку вручу. Происходит мошенничество. Здесь описано какие-либо мошенничества, как они происходят, именно по рассылкам СМС-сообщений банковских. Также на визитной карточке имеются сзади все телефоны аварийно-спасательных служб, по которым вы можете обратиться. Теперь вы у нас есть, надеюсь, вы будете решать все вопросы. Конечно. Спасибо. До свидания. До свидания.
Мама говорила, я всегда со всеми, с любым человеком мог завести разговор. Ну, в садике с любым, в школе, в институте, везде. Преподаватели делали акцент именно на моем поведении. С учебой у меня было все хорошо, закончил я на ударно. Здравствуйте, участковый. Шите. Пожалуйста, проходите. Как у вас дела? Все хорошо? Конечно. Не ругаетесь, ничего? Че, кто ругается-то, Ильдар? Маме Ты сам собираюсь. знаешь. Маме собираетесь? Да. Ребенка же в больницу везли. Ясно. Держи. Памятка по мошенничеству. Ольга Николаевна, здравствуйте, как у вас дела? Ничего, нормально. Не слава ругаетесь, Богу. все, перестали Нет, ругаться? Да, давно уже. Все хорошо? Нормально все. Помирились? Спасибо тебе. Ладно, главное, чтобы не ругались Ладно, больше, хозяин. хорошо? Давайте, не ругайтесь. Да, нет, конечно, ты что. Вот совершено преступление, например, да, чтобы его в первую очередь раскрыть, это необходимо что? Пообщаться в первую очередь с гражданами, которые проживают по соседству, например, да, если это произошло в квартире, например, да, либо в подъезде. Вот. Пройти, обойти обход дома, совершить и посмотреть, имеется ли камера видеонаблюдения, с которой в последующем мы можем установить лицо, совершившее преступление. В дальнейшем это лицо показать гражданам, скорее всего, кто-то, может быть, знает, составить фотоориентировку, вот, чтобы люди знали, и чтобы в последующем как бы указываются даже на тех же фотоориентировках, указываются номера телефонов, по которым с нами нужно связаться, да, что если человека узнали, они сообщают нам, и в последующем мы, грубо говоря, устанавливаем данное лицо и задерживаем его по данному преступлению. Участковый. В данной квартире проживает мужчина, который ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками и стоит у нас на учете как алкоголик. Вот. Сейчас пойдем проверим его, посмотрим, как он себя чувствует, проведем с ним небольшую беседу. Здрасте. Можно? Можно. Как у вас дела? Хорошо. Че, пьете все? Не, Точно не пьете? не, мы обыкновенно. Смотрите у меня. Так, возьмите карточку мою визитную с моими данными, как меня зовут полностью. Зять где? А он на работе где-то. Ну, домой приезжают, живут? Да. Или нет? Не, Или там в Сипайлово живут они? да, Сипайлов. Сипайлово? Где-то там. Ладно, давайте прекращайте пить, хорошо? Вы скажите. Вы меня слышали тоже, да? Вас как зовут? Настя. Настя. А вы откуда сами будете родом? Из дома я. Ты все хорошо, какой, блин, тупить, а? Давайте прекращайте пить, ругаться и все остальное. Еще проверю, приду. Конечно, ждем мы вас. Хорошо. Люди все разные, каждому нужен свой подход. И чтобы, я говорю, какую-то либо ситуацию решить, необходимо сначала понять причину, из-за чего эта ситуация произошла. Если человек конфликтный, надо как-то пытаться его успокоить. Может дать воды попить, грубо говоря, чтобы он немножко успокоился, да? Вот, чтобы как бы тон сбавил человек, чтобы он уже с вами сидел на равных, общался, чтобы как бы не было такого, конечно, чтобы он обращался именно как к сотруднику полиции, а просто поговорить друг с другом. После этого только уже начинать разбираться в его конфликтной ситуации. Что случилось, как произошло. Бывает же сообщение, то, что пришел на труп уже готов, ну, труп человека, да? Не всем это нравится, не все это могут выдержать. Вот. Не все могут выдержать, например, тех же скандалов, ссор, когда вот пришли на семейно-бытовой дебошир, да, там скандал, крики и все остальное, да, ну, не, психологически не все это могут вытерпеть. Вот. Это потому что это происходит постоянно, ежедневно. Вот. И на эти сообщения ежедневно выезжает именно участковый, потому что именно семейно-бытовое дебоширство мы профилактируем, чтобы в дальнейшем между супругами не дошло до убийства, еще что-то, либо мы должны на корню, грубо говоря, на первоначальных этапах это как-то пресечь. Поэтому не каждый человек это выдерживает.
Сегодня осуществил обход всего административного участка. Было роздано на административном участке более 30 визитных карточек, памяток о мошенничестве. Были проверены лица ранее судимые. Также были проверены лица, состоящие на административном надзоре. Как вообще реагируют люди? Вот как пожилые реагируют на то, что Реагируют положительно, потому что они видят то, что полиция работает, то, что участковые заботятся о своих жителях. То есть чем больше мы профилактируем население, тем больше население знает о фактах мошенничества, тем более они предупреждены. То есть положительный эффект от нашей Да, работы? да, есть. Очень хорошо. Просто успеть уделить внимание и семье своей, вот, и успеть на работе выполнить всю необходимую работу, которая должна произойти, грубо говоря, в течение дня, да, вот, и успеть, чтобы вовремя хотя бы семью увидеть, с ними пообщаться. Ну, самое тяжелое — это только вот этот момент — разделить и работу, и семью. Хотя бы увидеть, хоть перед тем, как спать ложаться, вот, хоть минут 15 пообщаться. Что, кушать приготовили? Что-нибудь вкусненькое? Что вкусненько приготовили? Сам? Наш? Сам посмотри потом? Да. Ну, ты мне скажи. Ну, скажи. Ну, скажи. Дочь у меня думали, что она пойдет врачом. Постоянно бабушкам, дедушкам, ну, мне с супругой делает массажи, перебинтывает ноги, руки. Вот. Поэтому она как бы изначально она уже себе поставила профессию, что как бы будет врачом. Ну а младший, в общем, понятно, он только родился, сегодня 3 недели. Старший сын, например, тоже хочет именно быть полицейским. Но сказал сначала, я, говорит, сначала в армию схожу, посмотрю, что такое армия, вот, а после этого, если все хорошо будет, говорит, я, говорит, как папа, как ты, пойду, говорит, в полицию. Мой девиз, так же, как и у любого сотрудника полиции, это «служа закону, служу народу».